Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 27 апреля исполнится 100 лет со дня образования ЯССР. Весь юбилейный год по всей республике проходят различные мероприятия. Все новорожденные в этом году становятся обладателями сертификата «Дети столетия». О ключевых мероприятиях поговорим с гостем студии Гаврилом Кириллиным, министром по внешним связям и делам народов Якутии. Гаврил Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. 27 апреля якутяне отметят большую дату, столетие образования ЯССР. Какие ключевые мероприятия намечены и уже проходят по всей республике? Да, действительно, в этом году республика отмечает свой столетний юбилей. 27 апреля мы будем отмечать как раз столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Конечно же, эта дата имеет для нас очень глубочайший смысл. Это вековой рубеж государства нашей республики, ну и также это начало нового исторического пути нашей республики. Сегодня уже сбылись многие мечты Платона Алексеевича Аюнского из его великого столетнего плана. Республика уже стала одним из регионов-лидеров в нашей стране по многим показателям, является локомотивом развития Дальнего Востока нашей страны. Ну и, конечно же, сегодня Якутия — это важнейший культурно-образовательный центр не только северо-востока России, но и в целом арктического макрорегиона. И, конечно же, основной целью проведения юбилейных мероприятий является привлечение каждого жителя к празднованию этой юбилейной даты, ну и, конечно же, привлечение внимания к истории родного края, к ее достижениям. И в рамках юбилейных мероприятий мы запланировали очень большое количество мероприятий, в том числе и те мероприятия, которые связаны со строительством объектов инфраструктуры. Строятся школы, детские сады, многофункциональные центры, дома культуры, строятся дороги в рамках под эгидой столетия нашей республики. Да? И работает и федеральный план, который принят на уровне Российской Федерации. Он у нас успешно реализуется уже несколько лет. И республиканский план основных мероприятий, конечно, тоже мы начали его реализацию тоже несколько лет назад, когда было принято решение президентом страны о праздновании юбилейной даты нашей республики. Какие проекты реализуются в улусах Якутии? Да, сегодня мы большую работу также проводим с нашими муниципалитетами. В каждом муниципалитете имеется свой план мероприятий, которые они будут проводить в рамках столетия нашей республики. Сегодня составлен единый календарный план мероприятий, куда входит 462 мероприятия. Это мероприятия не только такого праздничного формата, это мероприятия и связанные, вот я и сказал, в части по восстановлению объектов культурно-исторического наследия. Этот план у нас уже опубликован, с ним можно внимательно знакомиться на официальном сайте столетия Якутской ССР 100yakutia.ru. Расскажите о памятной серебряной монете столетия образования Якутской ССР. Также планировался выпуск юбилейных банковских карт. Да, в прошлом году совместно с Банком России мы приняли решение выпустить юбилейную серебряную монету номиналом 3 рубля. И как раз в этом году, 1 февраля, Банк России уже объявил, что монета выпущена. Тираж у нас 3000 экземпляров. И данная юбилейная монета уже поступила в открытую продажу через банковские учреждения. Ну и, конечно же, присоединились все банки, которые ведут деятельность на территории нашей республики, выпускать специальные юбилейные банковские карты с эмблемой как раз столетия образования Якутской ССР. И сегодня это выпускает у нас Алмаз-Регионбанк, Сбер, Газпромбанк и Россельхозбанк. Такие карты сейчас выпускает. Также в планах презентация юбилейного нагрудного знака. Кому он будет вручаться? Да, как раз на следующей неделе на Республиканском пресс-центре мы планируем проведение большой презентации всех юбилейных мероприятий, в рамках которой мы презентуем как раз юбилейную
медаль «Столетие образования Якутской ССР», которая, конечно, по решению главы нашей республики будет вручаться тем людям, которые достигли высоких успехов в политической, общественной, научной, творческой деятельности и которые внесли большой вклад в развитие нашей республики. Все новорожденные в этом году становятся обладателями денежного сертификата «Дети столетия». Также для маленьких якутян подготовлены памятные подарки. Расскажите об этом. Да, как вы знаете, в последнем своем послании Государственного собрания УЛТМН глава республики Арсений Сергеевич Николаев внес предложение о капитале в рамках проекта «Дети столетия». То есть каждому родившемуся ребенку в этом году родителям вручается сертификат на сумму 100 тысяч рублей. По состоянию на сегодняшнюю дату уже более 1500 малышей родилось, им вручен, конечно же, всем сертификат на эту сумму. И в рамках этого мы также подготовили и сувенирную продукцию, которая также будет вручаться детям столетия в виде серебряной погремушки, тоже с эмблемой столетия Якутской ССР. Она будет вручаться как раз 100-му, 1000-му родившемуся ребенку и всем детям, которые родятся в дату 27 апреля. В дни празднования столетия СССР в Якутске организуется выставка Третьяковской галереи. Какие картины мирового искусства смогут увидеть якутяне? Да, действительно, в этом году в рамках мероприятий мы достигли договоренности с Третьяковской галереей, что будет организована в Республике Саха-Якутия выездная выставка Третьяковской галереи. Она начнется как раз 27 апреля. И, конечно же, на ней будут представлены все, наверное, шедевры русского изобразительного искусства, в том числе картины и Авазовского, Левитана, Репина, Брюллова, Сурикова, Шишкина. Это то, что вот мы с детства привыкли вот в учебниках, эти картины приведут к нам, и это будет прекрасная возможность для всех жителей республики прикоснуться вот к великому искусству, изобразительному искусству нашей страны. А как долго будет продолжаться эта выставка? Она будет продолжаться до середины мая. Да, и я думаю, что каждый житель республики, кто желает, сможет иметь возможность посетить эту выставку. Какие еще культурные мероприятия запланированы в юбилейный год? Ну, основная, конечно, череда наших мероприятий начнется 27 апреля. В этот день будет открыта мультимедийная выставка, посвященная истории нашей республики в музее «Россия. Моя история». Конечно же, в этот день будет и торжественное заседание общественное, будет и мероприятие в спортивном комплексе «Триумф». И в этом году также в рамках традиционных наших эсэхов и в Улусах, и в городе Якутске будут проводиться мероприятия, в частности, эсэх Ланхо в Верхневилюйске будет посвящен столетию образования СССР, эсэх Туймады, который пройдет в Якутске в конце июня, тоже будет посвящен столетию образования Якутской ССР. И, конечно же, большое количество и спортивных, культурных мероприятий, в том числе и будет выставка Государственного хранилища России, тоже будет открыта 27 апреля, тоже пройдет в сокровищнице Статуи Республики. Это как раз те экспонаты, те алмазы, которые когда-то были добыты на территории нашей республики, но сейчас они составляют вот такое хранилище в Алмазной палате, где они представлены. Там ожидается, по-моему, копия короны точная, да? Да, копия короны Российской империи Угу. тоже будет здесь выставлена. Сейчас мы эту подготовительную работу ведем. Угу. Спортивная жизнь в регионе также пройдет под знаком большого юбилея. Какие мероприятия самые значимые? Ну, да, мы уже в рамках столетия в прошлом году прошли 21-го спартакиада по национальным видам спорта Игоря Манчары в селе Бергдерися Горного Улуса. В этом году запланирован тоже ряд спортивных мероприятий, в том числе это 8 спортивных игр народов республики, которые пройдут в Усть-Алданском Улусе. В июне, в конце июня у нас состоится 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу.
на котором мы ожидаем, что прибудет более 100 спортсменов из разных стран мира. Вы знаете, сейчас масс-рестлинг очень активно развивается, он представлен более чем в 50 странах мира, и мы вот ожидаем, что это мероприятие мы проведем, и проведем на достаточно большом, высоком организационном уровне. Ну и, конечно, в этом году также мы не хотим забывать и про зимние виды спорта. Пройдут спортивные соревнования по биатлону, Кубок Анны Багали, это в Алданском районе. Мы тоже туда ожидаем, что прибудут именно атлеты, которые это мероприятие также скажется на развитии биатлона и в нашей республике. Ну, наверное, юбилейные мероприятия пройдут не только в Якутии. Ожидается ли проведение Дней Якутии в Москве, юбилейных? Да, конечно, мы, как вы знаете, в рамках прошлых юбилеев, когда мы отмечали 380 лет вхождения Якутии в состав российского государства, в этом году, кстати, совпало, столетний юбилей совпал с датой 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства. И в рамках этих мероприятий мы тоже планируем, что в Москве пройдет ряд мероприятий. Москва — это столица нашей Родины, где мы, конечно, должны представить нашу республику во всей красе. Пройдут дни Республики Саха-Якутия, в том числе и состоятся презентации в Федеральном собрании Российской Федерации и в Министерстве иностранных дел России также состоится презентация нашей республики. Гавриил Витальевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо большое вам также. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.